Официальная часть празднования юбилея Уфы прошла в спорткомплексе Уфа-Арена. Жители города поздравили полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, глава республики Ради Хабиров и гости столицы, руководители дружественных государств. Ну а ярким акцентом празднования стала театрализованная постановка «Река времени». История создания города и его развития до эпохи прогресса. Подробности в сюжете Динары Таймасхановой. Дворянин Артемьев прибыл в Башкирский край для очерчивания места. Решено на Троицком холме возвести Уфимский Кремль. Так глашатай в 1574 году объявил о строительстве Уфимской крепости, после чего на берегу Белой началось возведение сооружения на месте нынешнего монумента Дружбы. Отсюда и началась история города. Представление «Река времени» о становлении города, эпохах, которые стали переломными и благодаря которым есть Уфа современная. В постановке сыграли более 1000 артистов. Было сшито почти такое же количество костюмов. Настоящий царский костюм. И уже заставляет себя держать. В этом костюме уже не расслабишься, естественно. Мне очень приятно в честь такого юбилея представлять столицу именно в этом образе. Официальное поздравление с юбилеем Уфы прозвучало со сцены. С пожеланиями выступили полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, гости из других государств – Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Абхазии. И это не только визит уважения, приезд международных официальных делегаций. Это признание республики как надежного партнера, обладающего серьезным экономическим потенциалом, и Уфы как логистического центра между Европой и Азией. Дорогие друзья, позвольте еще раз искренне поздравить вас с этим замечательным праздником. Желаю жителям всей Республики Башкортостан мира, благополучия и процветания. Алга, Башкортостан! «Алга, Башкортостан», произнес со сцены каждый гость, пожелав городу дальнейшего движения вперед. Поздравляя столицу республики, Ради Хабиров отметил, что Уфа для каждого своя, и при этом общая. Для многих это молодость, студенческое общежитие и учеба в вузе. В эти юбилейные дни собрались для того, чтобы поблагодарить этот город, сказать ему спасибо, что он у нас есть в нашей жизни, в наших душах, в нашем сердце, с которым связаны самые яркие события нашей жизни. Роддом номер 4, где я дочку свою забрал, когда она родилась. У каждого здесь маленькие события, связанные с Уфой. Мы готовились к этому юбилею, и мы, конечно, благодарны президенту нашему, Владимиру Владимировичу Путину. Он нас поддержал. Он оценил, что Уфе 450 – это важное федеральное событие. И во многом нас поддержал. На площади перед Уфа-ареной развернулась выставка изделий ремесленников и достижений промышленных предприятий города. В целом же их в Уфе более 200. Они специализируются на нефтепереработке, производстве промышленной и бытовой химии, машиностроении. В период открытия с 2022 года мы продали более 350 автомобилей на сумму более 2,5 миллиардов рублей. На данный момент мы буквально позавчера подписали соглашение с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и со Сбербанк-лизингом на сумму 1,2 миллиарда рублей на поставку коммунальной техники. Размах, с которым отмечается юбилей, говорит о вовлеченности руководства республики. Подготовка к нему шла на протяжении нескольких лет. Благоустраивались парки и территории, открылись объекты, которые будут служить еще не одному поколению. Мы сегодня были на площади Салават-Юлай, монумент. Вообще отлично, там арена, и там понастроили всего хорошего. И там дороги асфальтированные, и в гору, и под гору идут. Вообще красивые, не узнать. Я живу с рождения в этом городе, я очень люблю свой город. И вы знаете, настолько радостно то, что наш город стал так красивый. Он так преобразился к юбилею, столько новых объектов, так красиво. И сегодня повсюду по городу проходят такие масштабные мероприятия. Я хочу поздравить всех жителей нашей республики с юбилеем, с праздником. Я горжусь, что я живу в этом прекрасном городе. Название постановки «Река времени» символичная. История соединяет прошлое с настоящим и будущим. Забыв то, что сделано предками, не получится идти вперед.
Как и если не работать сейчас для того, чтобы жили комфортно потомки. Динара Таймасханова, Равиль Рахимзянов и Руслан Галямов. Новости Уфа.